Ты гребаный чеченец и гребаный трус. Я снова заставлю тебя плакать. Этот говнюк покидает свою дерьмовую страну и бежит в Швецию. Затем возвращается домой, отдается гребаному диктатору. И теперь он еще хочет что-то говорить как мужик? Ты не знаешь, каково это быть гребаным мужиком. Гребаная киска, ты гребаная шлюха. Является ли этот бой личным для тебя? Мне все равно. Ты вернешься к Кадырову и отсосешь ему. И получишь еще один гелик, сука. Что тебя обидело больше всего? Это комментарий о твоей стране? Это высказывание о тебе как о человеке? Что тебя обидело в словах Шона? Ничего. Я просто счастлив быть здесь и побить этого парня, заработать денег и счастливым поехать домой. Да заткнись ты нахрен, маленькая гребаная чеченская шлюшка. Мы должны начать называть его странным псом. Я не знаю, из какой крысиной норы ты вылез, но возвращайся обратно. Все эти люди любят меня. Никто тебя не любит. Тебя любит только твой папочка. Дайте мне рассказать об этой чертовой киске. Если он тебя бил, я тебя побью. Дайте мне рассказать об этой чертовой киске. Почему я называю его трусом? Потому что он смеется над жестким обращением с детьми. Папочка побьет тебя. Вот почему ты гребаное животное. Давай, поплачь. Никогда не станешь американцем. Поплачь, сука. Ты гребаный трус. Поплачь. Ты трусиха. Поплачь, сука. Да пошла ты, сука. Заткнись. Ты долбаный конь. Сядь и заткнись. Позови своего папочку Кадырова. Пусть он тебя задушит и подарит гелик. Пошел ты. Пошел ты. Вот так выглядит гребаная сука, ребята. Иди ты. Гребаная сука. Этот мужик отсосал Кадырову за гелик. Иди нах, тебе уже пора поплакать. Тебе стоит поплакать сейчас, бедная жалкая сука. Я могу позволить себе машины, потому что я богат, а ты бедный, сука. Да потому что ты гребаная шлюха. Я бы никогда так не прогибался, как ты. Братан, Америка любит меня больше, чем его. Я не думаю, что у него есть тут фанаты вообще. Поэтому они будут болеть за меня, будут радоваться. Вопрос к Шону. Шон, во время подготовки к этому бою ты сделал много противоречивых высказываний о Хамзате Чимаеве, называя его гребаной шлюхой, террористом и отпуская разные шутки. Я террорист только для него. Я оторву ему башку. Я убью его. Если ты так себя ведешь, и твоя религия тебе это позволяет, то мы вышвырнем всех вас, ублюдков, из нашей страны. Гребаный пес. Америка – это нация Христа. Это нация свободы. Без здесь, ёпта, не место. Блюдок. Я отправлю тебя обратно к твоему папочке Кадырову. Хамзат сказал на этой неделе, что он любит тебя. Потому что ты приносишь ему много денег. А любишь ли ты его в ответ? Потому что он тоже дает тебе заработать много денег. Он ничего не получит с этого боя. Я заберу все его деньги. Он бедный, и он останется бедным на улицах Вегаса. Позволь мне сказать кое-что, чувак. Я лучше буду беден. Я буду беден и жить в трейлере всю жизнь, но сохраню свое достоинство. Я буду ходить пешком кучу миль. Как можно уехать из страны? Как можно сначала уехать из страны, где преследуют и убивают невинных людей, сбежать оттуда, а потом вернуться к диктатору и торговать собой ради денег? Итак, отвечая на твой вопрос. Я бы жил в грязи, я бы жил в трейлере, но у меня было бы гребаное достоинство, в отличие от этого человека напротив. На днях состоялась встреча кадыровского членососа Чимаева и некого американского UFC-бойца. Имя его не знаю, так как не слежу за этими собачьими боями. Так вот, этот боец жестко оскорблял Чимаева, мать Чимаева и любовника Чимаева Кадырова. Тот американец тоже оказался вонючим исламофобом, но в данном случае он правильно указал мунафику и вероотступнику Чимаеву о его собачьем месте. Это тот момент, когда даже этот кафир намного лучше и достойнее, чем этот мунафик и вероотступник, который, к сожалению, для нас называет себя чеченцем. Нам бы были до лампочки, внутри кафирские разборки, но проблема в том, что имя этого кадыровской шлюхи и членососа Чимаева упоминается наравне с чеченским народом. И плохо, что эта кадыровская шлюха, прикрываясь исламом, выкрикивает имя Всевышнего в этом американском публичном доме. Вот так эти кадыровские шлюхи позорят наш народ. Заранее извиняюсь за весь этот мат, который вам пришлось услышать.